Доброго времени суток, дорогие друзья. Буду разговаривать на русском языке. Замечу, что я гражданин Таджикистана. 16 лет прожил, считаю, неплохих лет в России. Большую часть в Москве. Многое повидал, многих повидал. Не буду по сравнению с российским СМИ всех под одну гребенку, всю русскую национальность, всех русских чморить, очернять, говорить, какие они вот плохие и так далее. Это не по мне и не по-таджикски в принципе. Речь пойдет конкретно о миграционной политике, пропаганды, которая в телевизорах, в СМИ российских, антимиграционной пропаганды, да. И опять же те неправомерные действия сотрудников Росгвардии, полиции, ФСБ, миграционных служб и так далее. Почему? Потому что мы, как знаем, не так давно везде большое резонансное дело, как якобы 4, 5, 6 таджиков в парке приставали к беременной женщине. В ходе заступился какой-то спортсмен. Царство ему, конечно, небесное. А усопших либо ничего не говорят, либо говорят хорошее, либо ничего не говорят, да, как говорится в народе. Но всю истину мы сами никогда не узнаем, потому что не находились там, не видели реальных, на чем была, что стало причиной вот этих бытовых ссор, да, вот почему эти спортсмен с этими ребятами подрался, из-за чего мы этого не узнаем, да, как все на самом деле было. Но виновные нашлись, как заявляют российские СМИ. Потом свидетели уже опровергают тот факт, что якобы он, спортсмен, которого убили, защищал беременную женщину, заступился за беременную женщину. То есть эта версия уже свидетелей. Хотя все российские СМИ давили именно на этот момент. Якобы спортсмен встал, заступился за беременную женщину, в ходе чего там героически погиб. Вот. Я преступников никогда не оправдывал и не оправдываю. И не делю, опять же, преступников на национальности, потому что в каждой нации есть свои плохие, есть свои хорошие. Но речь пойдет именно о интимном вопросе, скажем так, да, чести этих ребят. Вина еще, да, подчеркну, до конца не доказана. Следствие уже расходится в своих же заявлениях. То есть все всплывчато, конкретно ничего не понятно. Вот. Вина еще не доказана. Но ребята уже великие комментаторы, русскоязычные, там чуть ли не вешают, оскорбляют национальность. Вот. Подмечу, это межнациональная рост карается законом, и нигде она не приветствуется. Вот. Тем более, кажись бы, все кричат, Путин с этой стороны, Умали с нашей стороны. Вот мы там все дружим, мирные такие, хорошие друзья, самые лучшие партнеры, стратегические и так далее. А по итогу права мигрантов нарушаются. Да, не только таджиков, абсолютно. Узбеков, киргизов, таджиков, молдаван, украинцев грубо нарушается. Хотя, подчеркну, миграция это нормально, имеет место быть во всем мире. Многие русские в Европе, вот я нахожусь в Европе, тут немало русских, тут я даже есть вот в Австрии городок, называется Баден. Вот. И там в основном большая часть русскоговорящих, которые здесь уже давно эмигрировали и живут себе. Никто их не делит, так же, как и в Америке, и в других
части нашей планеты. Вот. Нигде нету такого большого уж резонанса насчет этого, да, насчет мигрантов и так далее. Вот. Никто не разжигает, не мусолит эту тему, наоборот. Те, кто это поднимает, пытаются их как-то успокоить путем закона, путем каких-то, путем диалога и так далее. Но российская СМИ и часть общества всегда мы видим то, что вот ненавидит мигрантов, унижает мигрантов. И российская СМИ еще раз показала, полиция и российская СМИ показали вот свое истинное лицо. Полиция, значит, задерживает ребят, они находятся, у них со штанами все нормально, а уже после задержания, когда они обыскиваются, штаны у них порваны и видны интимные части зоны. Именно, скажем так, задней части. Вот. И это оскорбление для нас, таджиков. И это вам лица не делает, дорогие русские. И если вправду мы добродетели друг другу, мы друзья друг другу, мы братья друг другу там, по каким-то критериям, то не должны так реагировать на провокации информационные. Понимаете? А сегодня мы видим то, что российская СМИ именно делают большую провокацию, сливая подобные материалы, чтобы мусолилась эта тема, появлялась искусственно, создают ненависть друг к другу. Сейчас многие таджики ненавидят после этого выброса информации, начали остро реагировать, комментировать. Да? С той же стороны, когда идет выброс информации о беременной женщине, якобы приставали к женщинам, они приставали к женщине. Вот. Когда это выброс пошел, сразу же все начали всю нацию оскорблять, всех таджиков, там просили расчленить. Такие ужасные комментарии, сущий ад, поверьте мне. Да? Но давайте сохранять спокойствие и в первую очередь признавать свои ошибки. Сегодня информационная политика России по отношению к соседним государствам, странам недобрая, недоброжелательная и антимиграционная. То есть искусственно создают ненависть двух национальностей, или же трех, или четырех. Помните, в Якутии, если не ошибаюсь, не так давно была вот такая же подобная тема. Вот, якуты начали притеснять всех мигрантов. Там уже не смотрели эти якуты, сделал это один человек одной национальности или нет. Якуты начали прям делать свою вендетту, несмотря на законы и так далее. Да? Грубо нарушали законы, унижали, били ребят, мигрантов и так далее. Поводом стал, опять же, вот этот информационный выброс провокации СМИ российских. Поэтому, что я могу сказать? В первую очередь позор нашему таджикскому посольству и всему правительству, да? Потому что не первый раз уже унижают в средствах массовой информации именно мигрантов, именно таджиков. Не первый раз уже нарушаются права таджикистанцев на территории Российской Федерации. Мы помним прекрасно, как пятимесячного Умара Назарова в 2015 году по халатности сотрудников, опять же, полиции и миграционной службы УФМС убили, я это так назову. Опять же, никто не был наказан. Вот. Второй момент, Уайдо, девочка, если я не ошибаюсь, 5-7 лет, тоже наша землячка, таджичка, которая была, над которой надругался, опять же, гражданин Российской Федерации. Вот. Но это не стало для нас поводом прям всех под одну гребенку. Нет. Вот. Мы пытались что-то добиться, как-то реагировали на это, да? Делали какие-то акции в поддержку, хотели, чтобы
виновные понесли самое строгое наказание, но дело хотят дело хотят замять, и все к этому идет, и у них это почти получилось. Все получили по минимуму, да? Почему русский народ, если вы непредвзятые, почему вы об этом не говорите? Почему вы не осуждаете вот этих преступников, да? Я сейчас не защищаю. Если их вина будет доказана, то они должны понести наказание соответствующее, да, для себя. Вот. Но подчеркну, никто не имеет права, да, так унижать кого бы там ни было, и так нарушать, и так этим пользоваться, да. Если ребята что-то нарушили, что-то сделали, то пусть не понесут наказание. Но для начала пусть это подтвердится, пусть это докажет. Потому что видно, очень видно, ярко и четко. Ребят потрепали очень хорошо, их избили. Все эти видеодопросы, которые проводит полиция, прокуратура, все эти видеодопросы, они по несколько раз смонтированы, это видно закрытыми глазами. Ребята повторяются, ребята читают текст конкретный, определенный сценарий. Это все видно, это все создано. Вот. И ребята по глазам видно, что они очень напуганы. Психологическое давление, опять же, пытки. Я не побоюсь этого слова, что это все-таки искусственно создано российскими властями, российскими органами, да, полицией, чтобы создать такую картину, да, вот. Может быть, была какая-то бытовая ссора, может быть, кто-то из них один подрался, в ходе чего один из них умер, спортсмен, да, может быть. Но я не думаю, что все спроста, все просто так. В любом случае мы истину не узнаем. Я сам, еще раз подчеркну, жил более 16 лет в России, был в разных ситуациях. Мы знаем то, что Россия не самая гостеприимная, да, страна в мире, да, там, когда я там жил, очень было трудно именно делили по национальной принадлежности, оскорбляли часто, и на бытовой почве очень часто попадали стычки, дрались, где-то нас били, где-то мы отвечали, да. Вот, и ситуации разные бывают, поверьте мне. А Россия, мы все знаем, бывают такие моменты, бывает, что люди не контролируют себя и, возможно, в порыве гнева покалечат себя и сделают также свою жизнь, сломают и жизнь другого человека. Я сам лично неоднократно бывал в таких ситуациях. Были такие ситуации, да, просто в таких бытовых моментах, когда ты идешь, допустим, мы все знаем, да, когда ты идешь по улице, кто-то повернется, что-то тебе выкрикнет, ты отвечаешь, происходит словесная перепалка, эта перепалка переходит в драку, а потом получаются последствия. Но не нужно из-за этого поднимать такой резонанс, придумывать беременных женщин, унижать достоинство, будь даже он преступник, но тем самым вы оскорбляете таджикский народ, когда вы публично, вы тем самым нарушаете ряд международных соглашений по правам человека, вы нарушаете их права, вина их не доказана, пока что они подозреваемые, да, ведутся следственные работы, и так унижать вам это никто не позволял, никто не имеет права. Поэтому я призываю русский народ, русскоязычных, не поддаваться таким выбросам информации и ненавидеть весь таджикский народ, а также оскорблять нас. Нет, я считаю то, что полиция и СМИ российская должны извиниться перед таджикским народом за те фотографии, которые они слили в СМИ, своих семей. И опять же, второй момент, они врали в своих информациях или интервью, или опять же материалов, когда они говорили, что
якобы были там несколько причин. Все эти причины, которые заявляли нам в первые дни российская СМИ, опровергнуто свидетелями, да. То есть там уже происходят другие слова, другая версия появляется. Также и полиция тут поспешила с выводами, да. Я думаю, что это целенаправленно, искусственно, опять же, ими делается. Поэтому полиция должна извиниться перед таджикским народом, в первую очередь перед таджикским диаспорой, потому что этим самым вы спровоцировали межнациональную рознь, создали искусственно ненависть между двумя народами. Сейчас в комментариях никто не трогает ребят, никто. Русские сейчас в основном своем, по мере глупости своей, не все, конечно, но некоторые из них по мере своей глупости оскорбляют, позволяют себе оскорблять мой народ. Понимаете? И почвой стал именно выброс неправильной, неточной, искаженной информации со стороны российского СМИ. Вот. Я призываю, опять же, вот этих посольства, опять же, правительства Таджикистана поднять свои ягодицы и идти решать эти проблемы на высоком уровне. Да? Одними нотами, там, заявлениями, выбросами в информации, то, что вы озабочены ситуацией, дело не закончится. Понимаете, вы должны идти и защищать права своих граждан, где бы они ни находились, потому что это ваша первая задача, самая основная и первая задача. Представлять интересы своих граждан, будь это за рубежом или же в самой стране. Мира всем, желаю всем разума, желаю всем сохранять контроль. Пожалуйста, можете оскорблять, можете там обзывать и меня тоже, да, в том числе, но будьте разумными, да, это обращение к русским, не поддаваться таким выбросам информации, да, все мы под одним небом ходим, все мы люди, да, кто-то цветом, да, различается, у кого-то язык другой, да, но все мы важны, самое важное, не хочу нравоучения каких-то, самое важное, все люди, все ошибаются, все делают ошибки, в семье не без уродов. Я не говорю, что все мы такие святые, но никто не позволял затрагивать, из-за этого делать всех врагами, весь таджикский народ. Да? Это непозволительно для культурных стран, развитых стран, непозволительно так унижать или принижать достоинство других граждан, да, или других стран, или других национальностей. Будьте здравы.